Поздравляю всех якутян и гостей столицы Якутии с завершением национального праздника Эсэх. Для меня одним из самых значимых моментов этого священного торжества является обряд духовного очищения. Вот этот комплекс называется Анартык, где разделяются после приветствия. Вот у нас стоят волонтеры, и вот Тюсюльга, Арчи Тюсюльгата, все там тоже работают, чтобы принести радость людям, поделиться своим светом, любовью максимально. Да? Здесь разделяются мужчины направо, а женщины налево, потому что у мужчин, у женщин свой путь. И потом они проходят вот напротив и проходят обряд очищения той большой уросе белой. Обряд благодарения проводится здесь. Получается, после обряда нужно будет пройти тропинку Алгыс. На каждом из них нужно встать, поднести руки к солнцу и попросить у наших богов: пусть моя жизнь будет духовной и материально богатой. Вы прошли обряд очищения, и теперь вот тут слова благословения, сказанные свыше, да? Вы выберете то, что вам предназначено. А ваше земельное предназначение, да, очень высоки и светлые. Ваше предназначение, ваши пожелания на самом деле очень чисты, оказывается. И это заметили, и это отметили вот здесь, да, вам. Но это отмечает то, что вы правильно живете. С благословения Эсэха я продолжаю тему возрождения Арктики. Еще будучи школьником и работая на судне, которое доставляло продовольствие по селам дельте реки Лена, я своими глазами видел и гордился процветающим колхозом «Арктика». В советское время это было. Мне довелось лично познакомиться с молодым председателем сохранившегося колхоза. Меня переполнила гордость, наблюдая, как молодое поколение возрождает колхоз во имя своих предков. Я нахожусь на базе артели рыболовецкого колхоза «Арктика». И рядом со мной председатель правления артели Станислав Иванов. Что-то новое приобретаем, но за свои средства, которые мы заработали от рыбных продаж. В основном и старое тоже восстанавливаем. Еще и занимаемся параллельно своим маленьким флотом. В прошлом году, когда мы дома строили, вот эта лодка именно, она очень хорошо себя проявила. Она все материалы на ней мы растаскали. Потому что по устью дельты реки невозможно там на корабле ездить. В данный момент мы обслуживаем, то есть проводим ТО судна, который будет обслуживать нам большой оборот, то есть перевозки людей, нужной продукции. Нам лучше людей перевозить, чем авиаперелеты переплачивать. В отличие, например, от маленькой вот лодки, у нее есть крыша над головой. Да, ты будешь сухой, выспавшийся, да, там у нас сиденье. Да. Все равно надо условия делать для своих рыбаков. Все-таки север, там ветер, пурга, холодно. Конечно, если рыбак будет тепло одет, сыт и комфортные условия проживать, он, конечно, свой план сделает. На севере и так трудно же жить, учитывая нашу логистику, билеты. Там. Но у нас коллектив тут, во-первых, очень молодой. Ребята Булунского ЛУСа. По крайней мере, Мясохоз уже года 3 не помогает. Мы сейчас своим коллективом работаем, чтобы содержать свой поселок. Мы же еще и являемся как городопоселкообразующее предприятие, которые из-за того, что у нас в поселке есть колхоз «Арктика», существует наш поселок маленький, Быковский. И для этого и работаем. Мы восстановили судно «Залив». Кстати, очень интересная история у залива. Когда у нас легендарный председатель работал, Винокуров Иннокентий Иванович, его подарил первый наш президент Николаев Михаил Ефимович. Колхоз миллионер был. Рыболовецкий колхоз в Якутии один был. Отчитывались Голобух и председатель в Москве. Мы раньше Министерство рыбного хозяйства отчитывались. И много ловили. Цикл такой был. Это сюда ходили холодильниками, морозильниками. Они возили в Якутск. За навигацию план выполняли, за рыбный промысел, за лето. А раньше как было? Ты считай, сколько бригад? 10 бригад. Вот и все детьми, с женами ездили.
С участка Тумат на моторках ехали, рыбачат. С Самахари тоже бригада ехала. Вот видишь, свежая. Ищи кровь. Чем быстрее до Якутска дойдет эта рыба, у нас деньги будут. Профессия наша, профессия. Студентов у нас много. Вот школьники 14 лет уже рыбачат. Они члены бригады уже. И плавать умеют. Да, кого-то у нас лучше, чем в Дубае. Пески посмотри, какие пески у нас. Мука. Это деньги. Мы насчет этого и живем, зарабатываем. С вами журналист Олег Желнин. 3 часа ночи у устья Лена, около острова Столб. Здесь постоянно бригады привозят рыболовецкие рыбу, выловленную только что. И идет шоковая заморозка. Затем в течение 6 часов рыба замораживается и перекладывается в холодильники. И все это благодаря тому, что правление рыболовецкого колхоза «Арктика» отремонтировало судно, холодильники и подготовилось к путине. Благодаря тщательной подготовке к путине сейчас круглосуточно, днем и ночью добывается рыба, и она замораживается. Очень гордилась и горжусь колхозом, коллективным хозяйством «Арктика», «Артелью». Нигде такого хозяйства по Арктике нету. Это жители поселка, объединившись, создали вот такое очень доброе хозяйство. Вот это доходы, все распределяют по честному, по совести. И это такое предприятие, которое можно, наверное, не по другим районам распространить, как передовой опыт. Все приезжают сюда семьями, детей привозят, кто жен, кто братьев, кто родственников. Ну так надо, думаю, так и будет. 4 года тому назад пришел очень молодой руководитель, Станислав его зовут. И когда начали говорить о том, что он построил избушки, сделал все возможное, чтобы труд рыболова был таким слаженным, да? Быковская рыба самая лучшая. Всем привет с путины! Однако есть силы, которые не хотят развития артели рыболовецкий колхоз «Арктика». У артели арестовали и изъяли 19 тонн рыбы, даже не потрудившись проверить необходимые документы, и инициировали уголовное дело. В марте этого года в Якутии произошел инцидент. Полиция задержала 2 грузовых автомобиля, перевозивших замороженную рыбу. Всеми этими вещами должен был заниматься Россельхознадзор, и при наличии состава преступления материалы должны были переданы в полицию для возбуждения уголовного дела. Но тут как бы телега стала впереди лошади, и в полиции как бы занимается всем этим процессом. Но однако по закону о ветеринарии всем этим процессом должен был заниматься Россельхознадзор. Оба автомобиля направлялись для прохождения ветеринарного контроля, что подтверждается записями федеральной системы «Меркурий». Эта система отслеживает продукцию, подлежащую ветеринарному контролю, и выдает соответствующие документы. У водителей были изъяты все документы под предлогом нарушения технического регламента Евразийского экономического союза и регламентов Таможенного союза немаркированной рыбы. В связи с этим были возбуждены уголовные дела в отношении неустановленных лиц. Евразийские стандарты, технический регламент тут никакого отношения не имеют. Полиция работает не в соответствии технических регламентов Евразийского союза, они руководствуются Уголовным кодексом и Уголовно-процессуальным кодексом. На основании этих же регламентов и статьи Уголовного кодекса России суд вынес постановление о конфискации продукции. Статьи Уголовного кодекса России суд вынес постановление о конфискации продукции. Однако в постановлении не упомянуты документы из системы «Меркурий». Тот же «Меркурий» — это федеральная государственная информационная система,
которые установлены федеральным законом о ветеринарии. И в системе Меркурий полностью в режиме, онлайн-режиме можно выявить, есть ли продукция зарегистрирована ли в системе Меркурий или нет. В течение суток можно было установить, что никакого хищения не было произведено. У них лицензия на вылов имеется, квота имеется. В системе Меркурий они зарегистрированы. Объем вот этой изъятой рыбной продукции тоже учтена. Тут же нет же вообще состава преступления. То есть ни неосторожный, ни с умыслом, ничего не было сделано. Все, ребята действовали полностью в рамках действующего законодательства российского. Рыбаки являются представителями коренных малочисленных народов Севера. Артель «Рыболовецкий колхоз «Арктика» – градообразующие предприятия административного центра Быковского и Венкийского национального наследия Якутии. Муниципальное унитарное предприятие «Приморское» – градообразующие предприятия административного центра Хараулахского и Венского национального наследия Республики. Дело основано на юридических ошибках и недоказанных обвинениях, в частности, в нарушении системы маркировки, без учета свидетельств федеральной системы Меркурий. Мы создаем предприятие для того, чтобы помочь жителю, человеку труда. И нигде не должен он споткнуться о какие-то препятствия. Но нет. На этот раз мы видим не цель помочь рыболовам, этим хозяйствам, а сделать так, чтобы они попали в какую-то очень плохую ловушку. Поэтому и уполномоченные по правам коренных малочисленных народов, и уполномоченные по правам предпринимательства, и инспектор по Дальневосточному федеральному округу сегодня взяли этот вопрос под особый контроль. Ситуация достигла такого накала, что председателя артели на глазах у многочисленных свидетелей заковали в наручники, превратив из свидетеля по делу в подозреваемого. И как-то быстро отреагировала налоговая из Омска, подала на банкротство в арбитражный суд. Подача на банкротство – это не означает банкротство, это просто означает о том, что надо заплатить налоги. Но как их заплатить, если рыба арестована? Я искренне убежден, что рыболовецкий колхоз «Арктика» не заслуживает подобного отношения. С вами был Олег Желнин. До скорой встречи.